Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Большая честь читать лекцию в этих стенах, где ведущие профессора, да, выдающиеся антропологи, этнографы проводили занятия. И, конечно же, в окружении представителей народов, которые, в общем-то, тоже подвергались воздействию этих эпидемий. Некоторые вымирали почти полностью в результате этих эпидемий. Ну и, конечно же, к сожалению, эти эпидемии приходили в Казань. Начинаем мы с середины 17 века не случайно, потому что, к сожалению, более ранних точных сведений нам неизвестно. Вот такая огромная, да, просто со страшными последствиями эпидемии чумы середины XIV века, которая охватила всю Европу, конечно же, и Россию, и Золотую Орду, она, наверное, тоже коснулась, да, нашего региона, но в этот период Казань только-только возвращается с берегов Казанки, из Высокогорского района, да, из того места, где сейчас есть музей-заповедник Иски-Казань, и, вероятно, вообще большого, да, такого населения в Казани не было, поэтому говорить о том, что в тот период, в середине XIV века, чума унесла большое количество жизней, на казанцев мы не можем, да, то есть источников нет. Но в тот период это действительно была одна из самых страшных эпидемий, и я обычно рассказываю о том, что просто одна вошь, переносчица бубонной чумы, села на крысу, которая оказалась особенно живучей, и переплыла она из Северной Африки в один из итальянских городов, и в результате, по разным подсчетам, от трети до половины населения Европы скончалось. Те эпидемии, о которых мы будем говорить, уже, конечно, не приносили таких страшных последствий, да, о том, что мы говорим чуть ли не о трети населения, да, но все равно были очень-очень опасными. И начинаем мы тоже именно с эпидемии чумы. Вот эта эпидемия, она уже имеет отголоски, скажем так, да, конечно же, она не подробно и документирована, к сожалению, да, точных данных по количеству жителей достоверных, да, мы все-таки привести не можем, лишь, так сказать, предположения, более или менее обоснованные. Дело в том, что эта эпидемия, опять же, была не только в нашем регионе, да, и не только в России, но и в Европе. При том, что до этого в Европе были еще крупные эпидемии, но мы не помним, да, вот такого как бы большого масштаба. Такие отголоски второй половины XVI века, они все-таки немножечко, так сказать, трудно их соотнести с каким-либо видом заболеваний, да. Здесь же у нас есть описание врача Сиденгама, классические, да, для бубонной чумы. Это карбункулы, да, которые набухают, значит, на лимфатических узлах, потом, значит, затвердевают, либо, значит, вскрываются, да, либо не вскрываются, воспаление, и в горле в том числе, да, но начинается именно с воспаления в горле. Ну и соответственно, она эта зараза, да, была занесена в Казань в июле 1654 года. К этому времени в Москве она была уже распространена. Ну и, конечно же, в Москве считали, что отдаленные города еще защищены. Да, и у нас очень мало, конечно же, вообще сведений о том, о конкретных лицах, которые были, так сказать, упомянуты, да, в связи с этой болезнью, да, но кроме воевод, которые занимались в Казани, да, борьбой с этой эпидемией, старались как-то минимизировать ее последствия, нам, например, известно имя Евдокии Богдановны Шереметьевой, это жена одного из Шереметьевых, так у нее фамилия Полева, да, была. Она пыталась спастись из Москвы и переехала в Казань в сентябре 1654 года. Почему про нее только говорится, потому что муж у нее был в это время в походе, в это время идет, значит, как вы знаете, да, присоединение левобережного, значит, Малороссии к России и, соответственно, до нынешней территории Украины. И, соответственно, многие войска были на этой территории, и, соответственно, муж не мог сопровождать жену. К сожалению, она умерла, да, то есть
таким образом мы понимаем прекрасно, что вот никто не мог спастись, и действительно, к сожалению, вне зависимости от сословного принадлежности, да, от происхождения, чума, конечно же, имела, видимо, такую большую вирулентность, или как это называется, да, правильно, с научной точки зрения, да, большую очень, так сказать, заражаемость, и, соответственно, к сожалению, это будет не последняя, да, жертва в этот период. И вот за это время с июля, да, конец 1654 года и начало 1655 года, да, считается, что скончалось в Казани, в Казанском уезде 48 тысяч человек. Эти данные, значит, приводятся в службе значит, Смоленской иконе Божьей Матери, да, значит, в Среднеозерском монастыре составленной, так сказать, передаются, да, так сказать, из уст в уста, это такие неподтвержденные данные. И когда Пинегин написал в своем путеводителе о том, что это только в Казани, конечно же, мы не можем совершенно с этой цифрой согласиться, да, потому что мы знаем по переписной книге Семена Волынского 1646 года, ну, то есть буквально тут вот за 10 лет до того, как напала, да, на Казань чума, что население Казани составляло в районе 20-22 тысяч человек. Да. Мы понимаем прекрасно, что за десятилетия оно не могло удвоиться, и уж, конечно же, оно не могло полностью вымереть из-за чумы. Потому что далее, как мы знаем с вами, да, начинаются поиски средства по борьбе с чумой. И, конечно же, мы понимаем с вами, да, вот это религиозное мировоззрение людей того времени, насколько они, так сказать, все проникнуты пониманием, что исключительно все происходит по воле Всевышнего, что, конечно же, необходимо предпринимать какие-то действия именно в духовной сфере, да, для того, чтобы найти покровительство Божье для защиты от таких страшных, значит, явлений. Ну и вот, соответственно, опять же, какой-то московский житель, да, сейчас, минуточку. Московский житель, некоторым Шорин, да, вот его передают, да, имя. Говорится, что он предлагает воеводе Салтыкову принести в Казань и Среднеозерной пустыне образ Смоленской Божьей Матери. Он был туда принесен из Великого Устюга основателем пустыни Ефимием, да, в 40-е годы, то есть уже начал прославляться. Ну и, соответственно, Смоленская икона Божьей Матери была к тому времени уже очень известная, почитаемая, чудотворная икона. И вот именно было, видимо, сочтено, да, необходимым обратиться именно к этому списку. Вот как бы нам кажется, да, Казанская икона Божьей Матери, да, кажется, но вот к этому времени она уже воспринималась именно как защитница российского воинства, да, то есть, что она все-таки какую-то другую, да, значит, область духовную защищает. Вот, так что в этом смысле вот такое было предложение. При этом в службе сообщается о том, что было видение, да, так сказать, явление, так сказать, во сне одного из старцев, одной из, так сказать, монахинь, о том, что вот тоже указывалось, да, о необходимости именно принести Среднеозерной пустыне вот список Смоленской иконы Божьей Матери. Ну и, соответственно, вот такой, значит, игумен, да, Иоанно-Притеченского монастыря под Кремлем, да, вы знаете, у нас к тому времени он уже обрел даже каменные стены и колокольню, да, Пахомий, вот он предпринимает эти действия, да, то есть они с духовенством отслужили литургию и, значит, принесли из Среднеозерного монастыря эту икону. 24 июня. Тут, конечно, вот немножечко, да, сбой в датах, потому что в большинстве считается, что 1654 год, но мы с вами знаем, что она только-только появилась в это время, да, и буквально вот за 2-3 дня, что будет совершен такой, значит, крестный ход, и явления уже произошли и так далее, мы, конечно же, с этим не можем согласиться. Ну и, соответственно, вот совершается крестный ход. Сначала вокруг Кремля.
И вот так странно описывается, что жители Казани воспринимали существование этой эпидемии, да, вообще, так сказать, ее усиление и так далее, связывали, скажем так, с темной облачностью, да, которая висела над городом. И что вот как только, значит, они совершили крестный ход вокруг Кремля, небо прояснилось. Сейчас, минуточку. Да, небо прояснилось, и, соответственно, значит, лучи солнца начали разгонять эту болезнь. Ну, вот так это описывается в источниках. Обрадовались и решили совершить крестный ход вокруг всей Казани. И начало и конец, так сказать, да, откуда начался этот крестный ход, он был потом отмечен вот этой обыденной, да, так сказать, ну, правильнее, наверное, сказать, обетованной часовней, да, то есть вообще существовала как бы такая практика в 15, 16, 17 веках, ну, в 17 реже уже, да, но в 15, 16 это было очень распространено, когда ставили церковь за один день, именно для того, чтобы показать свое рвение, да, для, значит, Господу и, соответственно, значит, попросить, как это называется, да, выполнение, да, вот молитвы, скажем так, просьбы, да, в честь чего это либо церковь, либо часовни ставились, да, то есть вот такая как бы вот обетная церковь. Обетная часовня была поставлена. И потом на ее месте был поставлен Тизический монастырь. И долгое время на территории Тизического монастыря эта обетная часовня так и стояла. Вот, соответственно, крестный ход был совершен, болезнь начала отступать, эпидемия начала отступать. Ну вот, дальше мне, в общем, не очень понятна, конечно, логика. Естественно, наше мировоззрение это не очень хорошо понимает. Нам хочется здравый смысл, да, так сказать, четко последовать, но здесь вот вступают в силу какие-то, значит, представления уже церковных иерархов, которые, видимо, считали, что нельзя икону долго держать, значит, в одном месте, да, что вот только чтобы она служила защитой от эпидемии и так далее, да, потому что было решено ее унести. И что, как это называется, да, к чему это приводит? К тому, что эпидемия возобновляется, ну, уже не такая сильная, потому что опять приносят икону, да, потом повторяется в 1956 году, но вот тут почему-то в 1956 году к октябрю, сказать, почему нельзя было принести, значит, икону, непонятно, да, потому что скончался и, ну, вот так, да, это подробно описывается, вот, значит, скончался и воевода, ну, это уже следующий после Салтыкова воевода Хованский, и более 300 казанцев. Да, более 300 казанцев. И это причем тех, которых точно знали поименно, да, то есть это, соответственно, значит, не низы городского общества, да, естественно, что это какие-то, так сказать, маломальски привилегированные представители. Ну вот как-то вот почему-то нельзя было принести ее вовремя, да, и, соответственно, прекратить эту эпидемию чумы. Нужно сказать, что у татар существует своя версия, почему эпидемия чумы прекратилась. И так вот очень вскользь, значит, Пинегин ее упоминает, но очень, так сказать, ну, без конкретики, просто говорит о том, что пытались обратиться к татарским волшебникам, как он это называет, да, значит, но это не принесло никаких результатов. Сами же татары считают, что эпидемию чумы прекратили совершенные жертвоприношения козами. И поэтому появляется козья слобода. Она, естественно, да, совершенно не характерная, так сказать, для расселения татар в тот период. Да, вы знаете, что как бы татары жили именно в старо-татарской слободе в этот период, но вероятно, они тоже были вынуждены покинуть свое место, да, из-за вот этой эпидемии чумы в большей значении, ну, кстати, в основной части города, да, не случайно у нас, как я уже сказала, да, крестный ход начался за Казанкой, то есть люди там спасались явно, да, вот, и, соответственно, там вот татары тоже присоединились, и вот мы видим с вами, да, что, вероятно, они были как-то соседями в этом море, да, значит, и татарские, и русские жители. И вот татары совершили жертвоприношение козами,
Харбаншалла, да, и, соответственно, таким образом, значит, они сочли, что вот именно это привело к окончанию эпидемии. Но, как я уже сказала, это очень глухие, передающиеся из устно сведения, да, и вот только лишь вот в этих замечаниях, что татарские волшебники ни к чему не привели, да, то есть вот мы как бы что-то можем об этом прочитать. Нужно сказать, что вот это избавление от чумы, ну вот такое, как вы понимаете, не одномоментное, да, но все равно вот в честь того крестного хода первого, который произошел, отмечался на протяжении почти 3 веков, да, то есть до 1917 года ежегодно совершался крестный ход от Кизического монастыря, значит, от Кизического монастыря, значит, с тем же чудотворным списком Смоленской иконы Божьей Матери, в основном, конечно же, вокруг Кремля. Все-таки вокруг города уже не ходили, но так как первый день, там, ну, в смысле, первый раз, да, крестный ход был вокруг Кремля, так это и было. Есть несколько фотографий начала 20 века, и вот 26 июня по старому стилю, да, он немножечко, так сказать, сдвигался, при этом Пинегин странным образом почему-то пишет, что и 20 июля совершался крестный ход в честь Смоленской иконы Божьей Матери, хотя мы понимаем прекрасно, да, что это как бы маловероятно, что 21 июля это день Казанской иконы Божьей Матери, да, летний. Вот, так что в этом смысле немножечко Пинегину в этом вопросе не доверяйте, скажем так, да. В этом у Загоскина более критично, но менее развернутое, да, все вот это описание, вероятно, он тоже вот как бы, так сказать, от вот этой нелогичности действий, от того, что почему-то, так сказать, нельзя было, да, по этой логике пользоваться иконой, да, и спасать, значит, от болезни постоянно, вот, да, то есть он, видимо, решил сократить этот сюжет в своей книге «Спутник показаний», но тоже там это все присутствует. Но нужно сказать, что эпидемии чумы, конечно же, еще не закончились. И в XVIII веке известно вот 2 таких крупных, значит, периода. Они почему длятся не 1 год? Да? Потому что это всегда возвратная волна. Да, то есть до какого-то предела доходит вот, значит, да, заболеваемость, переболевает население, к сожалению, да, мало кто выживает, и, соответственно, дальше потом они уже заболевшие, да, начинают, так сказать, возвращаться назад, и начинается возвратная волна. Иногда она бывает даже сильнее, чем вот первая волна, да, и вот, соответственно, поэтому мы с вами сталкиваемся с тем, что у нас не 1 год всегда эпидемии чумы, да, то есть вот мы видим с вами, что следующая чумная эпидемия была 1737-39 годов. К сожалению, в этот период, да, у нас с вами губернатор Волынский, да, Артемий Волынский, по нему большую часть сведений не о его вот этой организации работ, да, по борьбе с чумой, да, так сказать, по его участию, так сказать, в дворцовых каких-то там делах, да, значит, обвинения в его, значит, в каких-то неправильных действиях в отношении церковного имущества и так далее, да, то есть вот этот момент, к сожалению, вот мне найти не удалось, да, то есть насколько нужно, наверное, все-таки еще более подробно уже в архивных источниках смотреть, но пока мне не удалось это сделать. Этот период очень сложный, да, то есть строится в Казанской губернии 2-я Закамская засечная черта, да, то есть, конечно же, в этот период усиливается, да, начинается работа, значит, новокрещенской конторы, да, значит, усиливается процесс христианизации, то есть, ну, вот такие очень непростые годы. И в 1734 году перед этим, да, у нас приезжал Пестриков, который описывал город, да, и, соответственно, вот он, конечно, зафиксировал для нас, как город выглядел перед этой эпидемией чумы. Вероятно, нужно делать, указывать, да, на сокращение населения после этой чумы, то есть к середине XVIII века, вероятно, все-таки население незначительно увеличилось. И действительно, если мы видим по количеству населения, то для второй половины XVIII века опять, да, то есть состав городских жителей был в районе 40 тысяч, и это, возможно, опять же влияние уже вот этой чумы,
эпидемии чумы, да, 1771 года, да, в Москве, как вы знаете, это была просто катастрофа, да, то есть там дошло до чумного бунта, да, убийства архипастыря, да, действия Орлова, значит, очень активные по подавлению, да, этого бунта, по, значит, попытке как-то организовать, да, взлету Архарова, поэтому вот как раз в процессе, да, подавления этих бунтов и организации работы полиции. Вот. И тогда вот он тоже, так сказать, да, использовал эту меру. И, в общем, она была, видимо, и в средневековых городах тоже использовалась, да, ну вот для Казани 17 века мы не знаем, да, и первой половины 18, но для уже 19 века это вот мы тоже увидим, да, то есть это использование для таких тяжелых работ с правом как бы облегчения наказания, да, или даже потом освобождения заключенных, да, то есть вот как бы тех, кто готов идти на такую страшную работу, да, на опасность заразиться, да, и так далее, ради того, чтобы все-таки вернуться, да, как бы вернуться в общество, да, то есть снять с себя вот этот социальный статус отверженного. Причем это касалось не только мужского населения, но и женщины-проститутки тоже, да, по разным, так сказать, версиям тоже привлекались и становились сестрами милосердия, то есть они вот как бы тоже вот эту свою отверженность, да, пытались таким образом как бы преодолеть. Но это очень такие глухие сведения. И вот по московским, да, событиям очень много сведений, к сожалению, по казанским, как вы понимаете, да, событиям преддверии, да, ближайших, как вы знаете, случившихся потом страшных, да, пожара, завоевания Казани, да, пугачевскими войсками и так далее, вероятно, вот эти, значит, да, явления, которые были в Казани во время чумы, они уже вот были замещены вот этими уже кошмарами времен пугачевского захвата города и его пожара. Вот, поэтому, собственно, сведений по чуме у нас не так много, да, 1771 года, мы просто знаем, что она тоже затронула, но все-таки не в таких масштабах, как это происходило в Москве в этот период. Нужно сказать, что, к счастью, да, вот это была последняя, да, эпидемия чумы в России. Тут, как это называется, да, все-таки уже настолько ее боялись, да, что старались, конечно же, предвосхищать, то все-таки как-то, да, этот штамм или что там, как это называется, да, какой-то источник, да, он все-таки уже не мог распространиться в таких масштабах, да, то есть, к счастью, эта проблема была снята с повестки дня, скажем так, в Казани. Но в этот период начинает развиваться эпидемия инфлюенции, да, как ее писали в XIX веке, называли, да, то есть какой-то вид гриппа, простуды, да, или что-то в этом роде, да. И, в общем, до 1912 года она как-то так не уходила, да, то есть вот такой как бы у нас хорошо нам теперь уже известный, да, как вы знаете, да, способ вот такого быстрого распространения таких вот заболеваний. Конечно, никто никаких локдаунов не устраивал, как мы с вами пережили недавно, да, но, в общем, фиксировали, да, существование. Все это развивается на фоне оспы, да. Вот в этой статье, да, про эту инфлюенцию поподробнее описывается. Я просто понимаю, что у нас времени не так много, да, уже полчаса прошло, вот, и, соответственно, поэтому подробно не останавливаюсь. Так вот, параллельно идет эпидемия оспы. К середине XVIII века это уже была такая серьезная проблема, да, мировая, что, конечно, вот тут как раз научились, да, устраивать локдауны, да, так сказать, если приезжал корабль в какой-либо порт и, соответственно, становилось известно, что он
хоть какой-то, да, там, возможно, есть источник поражения, что сжигали его, несмотря на ценность содержимого, да, каких-то там товаров, да, и так далее. И все это прекрасно понимали, да, изучали очень активно, перепечатывали очень много текстов восточных авторов, да, значит, и так далее. Вот, как бороться. Ну и, конечно же, в Казани в этом смысле, естественно, тоже хорошо знали, да, вы знаете, об инициативе Екатерины II во второй половине XVIII века, о том, как она самодемонстративно, да, значит, публично совершила вот эту прививку оспы, да, и дальше это все, так сказать, активно популяризировалось. И вот в Казани, в военном госпитале, который к тому времени появился, это вообще была такая первая больница, да, официальная в городе, штаб-лекарь Волков, вот он даже перевел на татарский язык эту книгу и безвозмездно, да, то есть передал, пожертвовал, как бы, да, не стал ее продавать, а именно пожертвовал для того, чтобы ее безвозмездно, бесплатно распространяли среди татар. Кто был в отделе рукописи редких книг, да, на экскурсии, мы чаще всего старались показывать, да, эту книгу, ну, может быть, не по всем, не все тематики получалось, вот, да, где там даже было наглядное пособие о том, что происходит с рукой во время, со временем, да, после этой прививки, что очень скоро все это, так сказать, проходит, вот, но большинство здесь уже людей такого возраста, которым делали эти прививки, да, у которых, естественно, на руках есть эти следы, вот, да, ну, по-моему, большинство вот здесь, на верхнем предплечье, да, ну, вот это тогда, и вот эта картинка, да, она вот так уже в 1809 году Волковым, значит, нарисована самим или, так сказать, заказана, потому что перевод на татарский язык тоже считается, да, что не он совершил, значит, а был заказан. Ну, вот такой очень важный, значит, принцип. При том, что, конечно же, естественно, да, что это не было, так сказать, завершено, да, оспопрививание и коллективный иммунитет по оспе отнюдь не возник в начале XIX века, затем это была обязанность университета. И вот вы видите, как у нас было, ну, специально, да, вот я показываю все вот эти, значит, требования, да, какие, значит, выдвигались для организации оспопрививания. То есть в клинике, вы видите, да, ответственными были в первую очередь именно акушеры, да, и детские врачи. То есть именно старались провести эту прививку уже с малого, с раннего возраста детского, да, чтобы, так сказать, как можно скорее у него возник иммунитет к этому заболеванию, да, и так рассчитывали на то, что вот так все новые и новые поколения будут, так сказать, привиты, и, соответственно, эта эпидемия будет сходить на нет. Но это, конечно же, был очень длительный процесс, потому что очень многие народы, представители различных народов, да, не очень к этому относились положительно, да, то есть приходилось убеждать и так далее. В общем, коллективный иммунитет возникал, так и не возник, да, в полной мере, но борьба за него продолжалась, да. Вот, значит, вы видите, да, то есть обязательно студенты должны были привлекаться, наблюдаться, да, значит, обязательно именно с помощью студентов. В этом смысле у нас студенты уже к тому времени были привычны, да, к борьбе с эпидемиями, потому что сейчас мы с вами перейдем к другим, да, таким страшным, значит, эпидемиям, а именно к эпидемии тифа. Вот я вам сказала, да, что до 1812 года у нас была простудная какая-то, да, инфлюенция, вот, а теперь, значит, Отечественная война 12 года, как вы знаете, да, очень много людей, бежавших из Москвы и из других городов, в том числе в Казань, да, в Нижний Новгород, в Казань. Естественно, что бежали они, как вы понимаете, да, спешно, не брали с собой необходимых, так сказать, средств, значит, да, гигиены, спасали имущество. Конечно же, в дороге, значит, начинали заболевать. Вот. И кроме тифа, конечно, были и другие болезни. Но тут дальше добавились военнопленные, а эти оказались вообще страшно, так сказать, да, необихоженными.
видите, да, то есть гнилостные горячки, инфекционные заболевания, они при том еще были неизвестны, но вы помните, да, что на Россию двинулось 2 языков, да, то есть вся Европа, все, так сказать, хотели урвать, да, значит, богатство здесь, в нашей стране. И, конечно же, вот они сюда принесли еще вот такие различные виды заболевания. Ну и, конечно, ситуация была довольно тяжелая, да, и в результате Министерство народного просвещения дало поручение, да, значит, профессору Куксу, он у нас медик, так сказать, в отличие, мы чаще всего забываем про то, что он медик, да, мы его этнографом, историком, там, нумизматом, да, так сказать, писателем воспринимаем, да, и так далее, но на самом деле вообще-то у него главная профессиональная принадлежность – это медик. И вот он должен был организовывать борьбу с этим тифом. Ну, конечно же, писалось, да, что он должен организовывать прежде всего для, значит, подведомственных Казанскому учебному округу и, соответственно, Министерству народного просвещения учреждений. Но мы понимаем прекрасно, что он, конечно же, не мог, да, так сказать, исключительно, так сказать, в одном только направлении действовать. Он старался организовать работу, и вот он с этого времени, да, действительно вот прославился как врач-практик, он действительно постарался организовать вот изоляцию этих тифозных больных, да, способы лечения какие-то определить для них, да, и в этом смысле вот довольно успешно, да, хотя, конечно, эпидемия все равно продолжалась 2 года, так как постоянно население перемещалось, естественно, что очень долго восстанавливалась Москва, поэтому московские жители, да, так сказать, мигрировали. А потом, конечно, в 1815 году еще страшный пожар в Казани, тоже, значит, серьезный удар, да, по городу, и, конечно, в этом смысле хорошо, хоть эпидемия тифа к тому времени закончилась, да, хочется сказать. Вот. Следующая такая крупная эпидемия, да, она будет эпидемией 52 года уже с помощью источников, мы можем это сказать. Вот, при том, что к тому времени уже стало известно, да, разные виды тифа, сыпной и возвратный. Вот, а потом уже еще через полвека, но это чуть попозже, да, мы будем говорить. Почему у нас так вот распространялись эпидемии? Конечно же, связано это было с тем, что очень низкий, значит, да, и очень затопляемый, да, огромный посад, скажем так, да, под этими холмами. Кремлевским, Воскресенским, значит, Федоровским, да, и, конечно же, там селилась городская голыдьба, которым еле-еле хватало денег на пропитание, да, так сказать, на то, чтобы, так сказать, выживать, и, соответственно, ни о какой санитарии, да, гигиене, да, не говоря уж про очистку канализации, уборку мусора, да, и так далее, мы вообще об этом ничего не говорим. И на фоне всего этого еще и страшная ситуация с водой. Проблема, значит, с водоснабжением была ужасающая в Казани. То есть население продолжало брать воду из давно уже загаженных источников. Я не боюсь этого слова, да, то есть это и Булак, да, хоть он хотя бы весной, да, обновлялся, но вы понимаете, что очень быстро, да, эта волна схлынула и оставалось неизвестно что, да. Значит, додумывались, да, до ужаса такого, что брать воду даже из Черного озера, да, ну представьте себе какой-то кошмар. То есть про Волгу уж никто не говорит, она далеко, да, тяжело, но даже из Казанки, да, то есть брать воду и поднимать наверх себе могли позволить только богатые люди. И поэтому вот еще и вот с таким качеством воды, конечно же, эпидемии распространялись очень быстро. И вот это, в первую очередь, этот фактор, да, он у нас сказался именно на распространении холеры. Здесь была, конечно, вы видите, да, страшная просто смертность, что в самом городе, да, всегда смертность, значит, превышала рождаемость, и только лишь за счет того, что в губернии, да, было все хорошо, видите, да, что наоборот, тут вот этот перевес рождаемости над смертностью, да, вот он обеспечил перевес увеличения населения в городе Казани, да, то есть за счет уездов Казань пополняла вот эти
в общем-то, выбывающие в очень быстром темпе, значит, убивающих в быстром темпе жителей. В 1914 году, да, у нас появляется эта клиника на улице Воскресенской напротив университета, да, сейчас, естественно, там, где эта клиника, тоже есть. И вот в 1940 году, после приезда в 1936 году сюда Николая I, поставлена огромная клиника. Ну, она вот на возвышенности, да, видите, огромное здание для того времени. Он даже по площади, да, он почти равнялся главному корпусу университета. Вот. И, конечно же, вот они как раз и сталкивались с этим. Сами профессора многие немецкие, которые приехали сюда после основания университета, не выжили, да, то есть очень многие из них скончались. Вот. И, соответственно, видите, они, конечно же, как раз столкнулись и с этой эпидемией холеры, да, 1830 года. Но вы видите, что это была не единственная, да, то есть, посмотрите, 47-й, 48-й, 53-й, 54-й, да, 57-й. То есть это просто вот буквально даже не то, чтобы каждое десятилетие, да, а еще, так сказать, чаще происходит ситуации. Посмотрите, к какой степени, значит, смертности, да, они приводят, да, то есть если в 47-м году смертность еще более или менее была, да, а в 48-м году это просто ужасающий, да, масштаб эпидемии, вот. Дальше, значит, 1909 года и потом уже 20-21 год будем говорить. Эпидемия холеры 1830 года была очень страшной, значит, 100 тысяч человек. И считается, что именно в этот период, значит, население, да, вот с ней впервые познакомилось, да, вот в этом, так сказать, таком вот масштабе. То есть до этого холерой либо ее не различали, да, либо, так сказать, она вот так не распространялась. Конечно же, здесь нужно сказать, что казанцы были привычны к тому, что нужно защищаться, да, от народов, которые с юга прибывают, да, которые, значит, приплывают по Волге, да, или, так сказать, на караванах прибывают. То есть какие-то карантинные мероприятия на них распространялись, да, то есть санитарная полицейская служба, зачатки ее еще в 30-е годы 18 века они существовали, да, то есть какие-то знания были. Но тут удар был нанесен с другой стороны, да, то есть с Нижегородской Ярмарки, к сожалению, да, то есть оттуда никто не боялся, да, ну, то есть никто не предполагал, что именно оттуда может это прийти. И вот представьте себе, да, что вот, видите, да, 19 сентября Калачник, он, житель, видимо, был Бакалды, да, то есть, по другим сведениям, да, вот он приехал и, видите, скончался, и его через весь город везут в уездную больницу, да, так сказать, и, соответственно, в Адмиралтейскую, и, конечно же, бывшую, да, и вот, конечно же, к сожалению, он у нас начинает этот единственный источник, да, заражения, значит, вот к очень быстрым заболеваниям. При этом губернатор Жеванов, да, то есть вот он у нас на эту панику, которая начинает распространяться, отвечает очень противоречивыми действиями, да, то есть перепугавшись, что вот такая паника начинается, он вдруг ни с того ни с сего, значит, разместил, да, объявление о том, что 12 сентября, о том, что вот все хорошо, прекрасная маркиза, да, значит, город находится в благополучном состоянии, народ начал выходить, опять заражаемость, да, и вот тут на следующий уже люди падают на улицах, понимаете, да, то есть это вообще не видано, не слыхано, да, для того времени. Вот. И, конечно же, 13-го уже вот он как раз и был вынужден, да, тут же распорядиться о закрытии всех присутственных мест, значит, учебных заведений и так далее. И к концу сентября успели уже открыть несколько больниц на средства купцов. Это не только Боливардин и Ветитников, сейчас мы еще скажем, да, вот, они уже переполнены холерными людьми. Естественно, что город продолжает жить, да, люди должны как-то, значит, кормиться, да, и вот видите, да, какой был способ торговли. Приезжают, значит, жители соседних деревень, но
обмена не происходит, да, как бы из рук в руки. То есть они считали, что телесный контакт, он в этом смысле, значит, главный при заболеваемости, да. Ну вот все-таки надеюсь, что они потом эти деньги как-то окуривали или еще какими-то методами пытались противостоять. Потому что врачи, конечно же, по аналогии борьбы с чумой, да, с оспой и так далее, пытались, значит, кого-то лечить, да. Но, вы видите, при этом был еще и раз в год же напоминают, да, про это чудо спасения от чумы, да, что вот все-таки было, опять же, упование на чудотворный список Смоленской иконы Божьей Матери. И вот вы видите, это рассказ одного из казанцев, да, который вот уехал, значит, в Седмиозерную пустынь и, соответственно, там прожил 7 недель. Ну, вот вы видите, да, когда вот это все начало останавливаться, эта эпидемия, когда и приняли меры все-таки достаточные, вот они уже воспринимали себя, да, выживший, как воскресший из мертвых. Естественно, что на границе губернии были установлены медицинские полицейские, правильно говорить, да, кордоны. Ну и, конечно, для полицейских было не позавидуешь, да, потому что они были вынуждены по службе обходить дома, выявлять больных, значит, сообщать об этом, и таким образом этих больных должны были перевозить в больницы. Ну, мы знаем с вами, что этот же карантин, да, имел важные последствия для русской и не только мировой литературы, потому что застрявший в своем имении в Болдино Александр Сергеевич Пушкин именно в эту осень, да, создает более 30 великих произведений. Да, так что в этом смысле у всего есть своя оборотная сторона. Стараюсь как-то не нагнетать, да, немножечко разряжать ситуацию, потому что вообще про печальные вещи рассказывать не очень, так сказать, да, весело. Но, конечно же, величайшим подвигом является действие Николая Ивановича Лобачевского. Да. Он у нас человек просвещенный, да, и вместе с Карлом Федоровичем Фуксом, другими врачами, да, очень оперативно среагировал, сразу же сделал жесткие распоряжения, и считается, что и только лишь услышав, да, о том, что начинает распространяться эпидемия, стал заготавливать запасы, да, но вот он буквально блокировал университет, да, то есть университет был полностью, значит, лишен контактов с миром, значит, но при этом для заболевших, и несколько было, так сказать, заболевших профессоров, которые, так сказать, случайно как-то контактировали, да, он ввел лечебницу вот в этом здании, да, в главном корпусе университета была лечебница именно для профессоров. Создан был такой противохолерный комитет, город был разделен на участки, и вот наши профессора университетские, они стали эти участки курировать, да, то есть вот профессор Никольский у нас в Адмиралтейской слободе, Дунаев в Старо-Татарской слободе и так далее, да, значит, Рыбушкин в Адмиралтейском госпитале, и, соответственно, при том, что он не врач, да, и студенты-медики тоже у нас дежурят в этих холерных бараках в качестве медицинского персонала. Всем было, да, это не было обязанностью, да, их не заставляли это делать, их, так сказать, не приказом отправляли, да, им давали выбор. То есть либо вы сидите внутри университета и никуда, так сказать, не перемещаетесь, либо, значит, вот у нас движетесь. Вот вы видите, да, кто еще у нас создал эти временные холерные больницы. И вот по этому же принципу дальше, конечно, уже не в таком масштабе, да, но вот по этому же принципу дальше происходила борьба со следующими эпидемиями холеры. Вот. Естественно, что университетские профессора старались понять, да, как у нас вообще распространяются эти болезни и так далее, да, то есть вот бактериологический институт не случайно у нас появляется еще в XIX веке, да, профессор Высоцкий, отец той самой Зинаиды Николаевны Высоцкой, да, жены Алексея Константиновича Лужкова, да, братья с которым вот они себе построили этот особняк, хорошо нам известно.
Понятно? Вот вы помните, да, мы с вами говорили, в 1909 году у нас также эпидемия тифа серьезная, но не имела она таких масштабов, да, распространения. А вот 1920-21 год – это, к сожалению, вот страшный период, когда во время голода и холода, в ходе гражданской войны, политики военного коммунизма, две, да, эпидемии одновременно и холеры, и тифа. Они, конечно же, были ужасающие по своему масштабу. В июне, да, 1920 года начинается. Это, конечно же, было очень, так сказать, не ко времени для, значит, правительства. Только-только образованной Татарской автономной Советской Социалистической Республики как раз на конец июня, да, были намечены торжества. И вот как раз в этот период начинается, к сожалению, рост заболеваемости. Опять, как это было вот почти, за 90 лет до этого, да, то есть падают люди на улицах, да, их, значит, свозят и так далее. Но тут уже была совершенно другая система, значит, организации, да, вот, и, конечно, несмотря на то, что была большая довольно высокая смертность, да, но все-таки уже были такие серьезные меры по борьбе с этой эпидемией. Хотя, конечно же, те, кто боролся, они тоже были сами и без сил, да, очень многие голодали тоже, да, и это была, конечно, очень-очень такая сложная задача. Ну и вот к 40-му году, да, вот этими усилиями вы видите, да, то есть практически вот этой системой бесплатной, значит, медицинской помощи все вот такие масштабные эпидемии были прекращены. Ну, естественно, да, что тут большую роль играла вот эта санитарная гигиеническая служба, да, потому что они выпускали огромное количество таких плакатов. Это подлинные плакаты, которые у нас есть. Мы во время ковида выставляли для того, чтобы показать, что вообще боролись, значит, да, с этими заболеваниями у нас постоянно, да. Понятно, что кроме, значит, холеры, тифа и так далее, эпидемия сифилиса тоже была такой серьезной болезнью. Ну и, конечно же, туберкулез, он не воспринимался как такая как бы эпидемия, да, спорадическая, это была, к сожалению, такая очень постоянная, да, ситуация. И вот мы видим с вами, как детей, да, лечили от туберкулеза именно вот в эти 20-е годы. Ну и, конечно же, кроме, да, ну вот вы видите, да, сначала был вот один санитарный врач, да, а потом у нас, вот видите, 14 санитарных врачей, дальше 57, и вот все вот эти основные болезни у нас прекратились, снизилась заболеваемость сыпным типом. Дольше боролись с трахомой, да, то есть это была тоже очень серьезная болезнь, приводившая к слепоте, очень распространенная на фоне, значит, отсутствия гигиенических, так сказать, да, вот правил таких, норм соблюдения, да, норм, вот, и вот такой трахоматозный институт у нас был огромный. Значит, выпускались вот такие плакаты, в том числе на языках, да, вот это на чувашском, на марийских, да, на других языках, вот показывали, как надо, значит, бороться, вот не мыться, не вытираться одним полотенцем, да, так сказать, мыться там, и не лечиться непонятно где. Вот, это вот была, значит, да, трахоматозный диспансеры, да, значит, пионерские лагеря, все этим занимались. В 1964 году была ликвидирована, и трахоматозный институт, как вы знаете, да, у нас стал филимологическим, да. Так что на этом я сегодня заканчиваю.